В эфире программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях Тимур Алиев, помощник главы Чеченской Республики. И говорим мы, естественно, о дне города, который празднуется в Чеченской Республике, именно в столице Чеченской Республики, 5 октября. Тимур Машвов. Ассаламу алейкум. Что для тебя день города? Ну, один из основных праздников, наверное. Почти как, не знаю, Новый год и 8 марта. Я тут без сарказма сейчас говорю, потому что я очень люблю наш город. Я застал его в разных, так сказать, видах, да. Этот советский, я помню, Грозный, там, не знаю, Грозный 90-х лет, разрушенный военный город, полупоствоенный город, полувоенный город и так далее. Нынешний процветающий, совсем новый Грозный. Поэтому, и как коренной грозненец, я очень люблю этот город, и поэтому для меня это праздник действительно. Я сталкивался с своими одноклассниками, которые многие уехали отсюда, живут в других городах, они спрашивают: а ты где живешь сейчас где-то? Я говорю: я живу в Грозном. Да, в Грозном до сих пор, да, в Грозном. Никуда не переезжал, не выезжал, ну ненадолго не выезжал, по крайней мере. Вот. И я понимаю, что вот за это время, никуда фактически не переезжая, ну, надолго, да, не отъезжая из Грозного, то есть побывал в самых разных, там, не знаю, государствах фактически. Я жил в Советском Союзе, жил условно независимом государстве. Увидел перестройку. Увидел перестройку, да, Ленина видел, да. Не знаю, видел разных исторических личностей, мировых там известных личностей. И все это просто никуда не уезжает. То есть люди ездят куда-то за диковинами, а тут, получается, не нужно никуда ездить, просто живешь на одном месте. У людей будет вопрос: неужели он видел Ленина живым? Давайте уточним. Тимур Нет, я видел его в мавзолее, да, это в Москве было, да. Есть такой вопрос, часто задают его тем, кто живет в Грозном. А какой он Грозный? Вот до военных событий Чеченской Республики Грозный, говорят, был один, сейчас Грозный другой. Вот ты, как человек, который живет в этом городе не первый десяток лет, для тебя Грозный сейчас насколько другой, либо он вообще тот же самый, что был и до войны? Ну, довоенный или советский Грозный, он у меня фактически город детства и юности, молодости, и мне он казался очень большим. Он очень большим казался в силу, наверное, того, что не сами расстояния были большие, а средства транспорта были менее универсальные, чем сейчас. Нужно там, не знаю, чтобы с одного конца в другой, там трамваи, троллейбусы, тихоходные такие средства транспорта. Сегодня на машине можно там промчаться. При том, что город сегодня намного вырос, разросся. Если раньше он как бы такие лучи артерии были, да, там основные, там Старопромысловское шоссе, я не знаю, в сторону аэропорта, да, там Богдана Хмельницкого. Там. Но другие эмоции были. Ощущение было другое, да, города. И еще трамвай. Трамвай, троллейбус, да. И сейчас, мне кажется, молодежь такой, вот, кто не знает, что такое трамвай, им кажется, что ой, хорошо, если был бы трамвай в городе. Вот я помню, как там час нужно было ждать трамвай-тройку, чтобы поехать в Черноречье, допустим. И ты стоишь на Магомед Мирзоева и ждешь, когда же и он поворачивает налево, потому что это пятерка, оказывается, он сворачивает на Ветеринарную, и ты ждешь, когда же покажется красная точка, да, этот трамвай. И потом еще 40 минут едешь до Черноречья. Тимур, вот когда я бываю, допустим, в других городах, в частности, столица России, Москва, Петербург, архитектура, которую ты видишь, либо воспринимаешь ее почему-то таким образом, будто бы эти дома, вот, допустим, 4-этажный дом в Грозном и 4-этажный дом в Москве, допустим, где-то под Тверской. Тебе почему-то кажется, что эти дома выше, либо больше? Почему этот эффект, интересно, складывается? Либо это какая-то задумка архитектора такая? Как ты думаешь? За пределами дома больше, да. Кажется? Не знаю, мне такого не было ощущения. Ну, наверное, что-то незнакомое, не родное, всегда кажется немножко далеким. И, соответственно, далеким и высоким, может быть, и непонятным, и в силу этого, может быть, каким-то слишком большим таким. А когда ты в своем уютном, ну как, не знаю, как обувь, которую ты разносил, которая тебе кажется очень комфортной, хотя, может, ты носишь ее уже несколько лет, и она давно уже потеряла какой-то вид, но для тебя это родная твоя там. Вот сейчас, то же самое в Грозном. Сейчас мы все наблюдаем, как строится новый район в городе Грозном, район имени президента России Владимира Путина. Многие, кто не был в Грозном, либо был проездом, они будут по-другому то есть видеть, понимать. Вот тут все есть понятия такие появились, да, названия домов,
дубайские дома, там есть комплексы, которые называются, то есть там арабские имена, значения. Для тебя, как человек, который уже многое увидел, связанное с городом Грозным. Я тоже с большим трепетом, на самом деле. Я несколько раз ходил, когда строился район Путина. И сейчас, когда вот он сдается, да, вот я тоже там прошел, посмотрел, ходил, и я понимаю, что чудеса возможны, когда вижу все это. Казалось бы, там год-два, и все, и новый город встал. Казалось, нас уже ничем не удивишь, оказывается, можно еще удивить. Вот, и ты понимаешь, что это просто действительно целый город в городе. Да, новые названия, новые дома, новые ощущения. Не знаю, для старых гродненцев, мне кажется, все равно, вот здесь был там, не знаю, Чечен-Снаб, допустим, то есть все равно где-то подспудно там, или вот здесь были железнодорожные кассы, да, это район Гроднефтяной, железнодорожные кассы там были тоже, там ходила какая-то узкоколейка, по-моему, со старых промыслов на сторону ЖД вокзала, она еще сохранялась достаточно долгое время. Ее сейчас нету, но закрываешь глаза, ты можешь ее представить себе. Вот просто, да, уже для молодежи, для новых грозненцев, для приезжих, это совсем другой город. Но я люблю и старый город в памяти своей, и я очень люблю новый город, потому что я понимаю, что это просто чудо, которое встало из-под пепла. Тимур, скажи, ты 5 октября как будешь встречать, праздновать будешь как-то? Твои друзья, семья? Естественно, мы вместе, я думаю, со всем городом, со всей республикой будем праздновать, будет же ряд мероприятий, открытий и так далее, концертов. Я в любом случае посещу, постараюсь посетить максимально, и в силу рабочей загруженности, и просто так. Хочется побывать на всех мероприятиях. Еще более интересным будет день, не знаю, 2 или 3, когда уйдут уже торжественные мероприятия, и можно будет пройти, не знаю, по новому мосту, по новым улицам отремонтированным, по расширившимся там дорожным полотнам проехать, посмотреть, как это сейчас все выглядит после стройки. Потому что пока где-то ремонт мы закрыты, мы все равно не видим. Я именно на 2-й день люблю, после того, как что-то грандиозное, там, туннели, допустим, когда у нас в районе Грознефтяной, да, бывший был построен, я потом пешком его специально прошел на 2-й день после открытия, потом проехал по нему еще. То есть как-то хочется взять в руки, почувствовать, да, это новое, чтобы уже воспринять, померить, да, как меряем вещи, так же ты примеряешь на себя город. Это не новый город, это наш родной город, но мы как бы заново фактически его пытаемся примерить на себя, чтобы и почувствовать комфорт уже от этого. Многие люди задают этот вопрос и мне, и не только человеку, который занимается телевидением, либо продает недвижимость. Многие задают вопрос. Я не говорю, что ты, возможно, что ты эксперт в этом направлении, но каково твое мнение? Задают такой вопрос. А кто будет жить вот этих во всех новостройках? Я тоже задаю этот вопрос. Обычно риэлторам. Кому продаются эти квартиры? Вот кому они продаются, я знаю. Так. Там есть определенная доля, львиная доля жителей, которые будут там жить. Определенная доля будет инвесторские приобретения. Ага. И значимая доля тех, которые, я не знаю, кто там будет все-таки жить. И я посмел предположить, что все-таки, наверное, будет миграция какая-то. Трудовая внутренняя миграция. Да, или миграция. Внутренняя республиканская миграция, или внутри... И это тоже. Села, города ближайшие. Шали, Урус-Мартан, Гудермес, если мы смотрим в будущее, любой город страны, который претендует на какую-то статусность, на значимость, когда становится мегаполисом, так или иначе вовлекает в свою орбиту. Город Грозный испытывал уже на себе, да, эту ситуацию, когда случился нефтяной бум, я имею в виду конца 19 века, да, который, в принципе, из 2-3 разрозненных, там была крепость Грозная, была станица Грозная, был город Грозный, да, они даже фактически не соприкасались по большому счету между собой, там где-то какие-то рабочие поселки небольшие, там лавки и так далее. И вдруг нефтяной бум случается, и город Грозный за несколько лет, его численность жителей, населения вырастает на порядок, по-моему, что-то с 2400 до 35 тысяч вырос, население города выросло за, не помню, несколько лет, в общем-то, выросло. Конечно, тогда город не успевал просто-напросто справиться с потоком этих людей. Инфраструктура не была готова, логистика, вообще власти не были готовы ко всему, поэтому были проблемы, были анекдотические ситуации какие-то. Но это было еще давно очень. Сегодня мы, наоборот, фактически на опережение работаем. Мы сегодня готовим город для того, чтобы он мог быть, и в том случае, если случись
такой же миграционный или еще какой-то инвестиционный ли бум, чтобы мы уже были готовы все оружие встретив, допустим, новых жителей. Вот поэтому я спокойно отношусь, даже если мы начнем превращаться в мегаполис. Это естественный процесс для урбанизации для любого города. Мне нравится старый Грозный город, при том, что он республиканского, ну, в смысле, город, столица, да, республики. В общем-то, все равно был отчасти мегаполис, можно сказать, да, даже и в советское время. Вот, если сегодня мы говорим о мегаполисе как о неком мировом центре, ну и хотя и раньше очень много иностранцев на самом деле приезжало в город Грозный, потому что, опять же, специалисты в нефтяной сфере или еще какой-то, мы часто видели, там, не знаю, болгарские специалисты, кубинцы, я помню, там в нефтяном учились очень много жителей Индии. И сегодня, в принципе, такая же ситуация, насколько я могу видеть. Ну, сегодня то же самое, в принципе, происходит. Да. Что бы ты пожелал на День города нашим горожанам, жителям? Я бы не то, что пожелал, я бы порекомендовал тем, кто любит наш город, а я уверен, что все жители Грозного любят свой город, глубже, лучше знать историю своего города, не забывать. Потому что даже если мы, тем более, если мы превратимся в мегаполис, историю родного, своей малой родины, это города Грозного, нужно, мне кажется, знать, не знаю, какие были улицы, какие дома, какие жители, с какого, откуда начинался Грозный, как он разрастался, какие люди в нем жили, какие знаменитые, не знаю, грозненцы жили в Грозном. Вот, потому что, к сожалению, иногда, проводя какого-то разного рода интеллектуальные игры, викторины, я сталкиваюсь в ситуации, когда люди не очень хорошо знают, там, вплоть до того, что не до конца знают историю, там, не знаю, центральных улиц, да, там, названия даже каких-то улиц, или какие знаменитые выходцы, не знаю, там, учились ли в Грозном, допустим, или родились здесь. Вот. Поэтому любовь к одному городу, мне кажется, должна обязательно сопровождаться узнаванием этого города, знанием этого города, не только в нынешней ситуации, но и историю. Поэтому я бы и желал, и рекомендовал бы больше изучать историю родного города. И я уверен, что это позволит еще больше полюбить наш Грозный. Это была программа «Актуальное интервью». У нас сегодня в гостях был помощник главы Чеченской Республики Тимур Алиев. Говорили про День города. Тимур Дересов. Всего доброго.